Я снял узду, седло, и вольно она метнулась от меня, а я склонился богомольно пред солнцем гаснущего дня. Она взмахнула легкой гривой, и ноздри ветру обратив с тоскою нежной и счастливой, кому-то страстный шлет призыв. Единый Божие создание, благословен создавший их и совместивший все желания и все томления в моих. Но не надо думать, что такие идиллические взаимоотношения между человеком и лошадью были постоянны. Конечно, это была рабочая лошадь. И вот здесь, недалеко от генеральского дома, чуть севернее, находился сенной рынок, он тоже назывался сенной, но сено продавали, фураж. И поэтому здесь кипела жизнь, и этот цокот копыт, и ржание лошадей, и все соответствующие запахи, все это присутствовало постоянно. То есть со всех сторон окружал. Так. Как бы тут еще назад умудриться? Ну ладно. Вот давайте посмотрим на окружающую нас действительность и обратим внимание на улице, транспортный поток. И вот пешеходная зона отделена от проезжей части бордюрным камнем. Откуда взялся этот бордюр? Когда его придумали? Да вот как раз в 19 веке это была насущная проблема. А почему? Вот если мы посмотрим, что такое современные пробки в сравнении с пробками, которые были тогда, а пробки были, было заполнено так настолько сцеплялись, несовершенны, правил движения еще не было, тех, к которым мы привыкли, да? Лошади — это живые существа, они пугались, они несли, они погибали, и в ДТП погибало людей на душу населения, на 1000 человек, гораздо больше, чем сейчас. Автомобиль совсем безопасный по сравнению с лошадиным, гужевым транспортом оказался. Но это была не главная проблема. Главная проблема больших городов — это был навоз. Лошади — животные, им не прикажешь. И поэтому улицы были завалены, до метра доходила толщина навоза. Постоянно, если в Ижевске, конечно, не так много лошадей было, но в Нью-Йорке это сотни тысяч лошадей. И поначалу их собирали, этот навоз, и фермеры были довольны. Надо же, какое шикарное удобрение. Навоз ведь конский, он, вообще-то говоря, это лучшее удобрение по сравнению даже с коровьим навозом. То потом перестали справляться. Создавался международный конгресс, как решить эту проблему в Нью-Йорке, и так и не смогли решить. То есть это был действительно кризис транспортной системы больших городов. И, естественно, выход нашелся только с появлением автомобиля.